Алихашаев, новости. Какое значение имеют для республики предстоящие выборы в органы местного самоуправления и какие перемены произойдут в регионе после выборов? Эти вопросы поднимались сегодня на научно-практической конференции, прошедшей в Доме печати. Представители вузов, избиркома, администрации президента и правительства, парламента, различных ведомств и министерств говорили о том, что с формированием органов местного самоуправления завершится логический процесс построения всех органов власти. Это поможет более оперативно решать проблемы жителей в городах и районах республики. В традициях нашего традиционного чеченского общества есть подобная практика, когда на местах люди выбирали своих самых достойных, самых умных, самых мудрых, которые помогали им решать проблемы, так сказать, местного характера. И в нашей республике, я думаю, достаточно умных, грамотных, патриотически настроенных людей, которые смогут на местах участвовать в этих органах власти. Аэропорт Грозный принимал сегодня представителей Федеральной таможенной службы. Они приехали специально для того, чтобы проверить готовность аэропорта к присвоению статуса международный. После обхода терминала и осмотра оборудования члены комиссии сделали положительные для нас выводы. Благодаря сегодня президенту нам выделено 129 миллионов для закупки оборудования таможенного и пограничного контроля. Оборудование в основном находится в пути исследования, и буквально на той неделе мы получим где-то процентов 50 этого оборудования. И о том, что будет во второй части нашего выпуска. Были муталимы, а стали имамами. В Курчалыйском исламском институте тоже сезон выпускников. И о бытовых проблемах человечества. Сегодня мы, активисты патриотического клуба «Рамзан», при поддержке комитета по делам молодежи, проводим субботник. Что научит людей жить в чистоте? Противодействие экстремизму, борьба с правонарушениями, наркоманией и алкоголизмом. Эти и многие другие вопросы были затронуты на заседании антитеррористической комиссии в администрации Гродненского района. В ее составе представители районной администрации, ОВД, прокуратуры, военной комендатуры и общественные деятели. В работе комиссии также приняли участие представители администрации президента и правительства республики. Подобные встречи в районе проводятся регулярно и призваны помочь исполнительной власти в улучшении жизни граждан республики. Многие здесь присутствующие, даже с правительства, являются участниками этих совещаний. Месяц раз мы по направлениям проводим совещания. В присутствии не то что актива одного, а с привлечением общественности. Противостоять террору можно не только силой, но и верой. Здесь, как это ни странно звучит, важна хорошая квалификация религоведов. В Курчалыйском исламском институте имени Ахмата Хаджи Кадырова уверены, что за этим дело не станет. Сегодня выпускникам этого вуза вручали дипломы. Еще 23 человека стали имамами. Отлично. Да, توفيق لنا ويسر وجدال قدا شريد وجنا تخيق دال اكتوب ولا да قاعد كثير. В Курчалае 23 студента получили диплом выпускников Исламского института имени Ахмата Хаджи Кадырова. Позади 5 лет напряженной учебы, сданы экзамены, строгие преподаватели довольны своими воспитанниками. дипломтuna мюхшур та имам хвата районный қайдхила муфтият абуахба арабский преподаватель ишолуш из-за игозалла и кормталла хрисинга. Впереди у обладателей диплома большая жизнь. Кто-то станет кадием или имамом. Их однокурсник будет преподавать замысловатый арабский язык. أحمد سيديشنا وأحمد حوالينا سوري وره ونختي شوح شيوش كثيرين محمد يرتن جاه بس محمد الشاحيستن وش مولين بركل سبوخ شا شي هايش شا قواتيش شين علم آمين وش مولين بركل وش هذا. Здесь всегда открыты двери для желающих обучаться, но для этого мало иметь при себе лишь аттестат об окончании среднего образования. 95 год я поступить не усал, затем занимался ишса свою авалан истелир. Так ишса дела мансани
işte sogayna düğünde ta deşenjna yok eğer işte bakışna yok eğer işte ne dik ne goni işte dalil halil işte de yatamал işte коза дешевный стилай. В торжестве приняли участие представители муфтията и известные богословы, а завершилось все традиционно прочтением мавлида. Хамзат Абдулаев, Шамиль Сулейманов, Заур Магомадов. Новости. А сегодня еще одна премьера. Рубрика «1 на миллион» представляет первого героя нашего нового проекта. Имя этого человека хорошо знакомо в спортивных кругах, но феномен этой личности скорее не в его достижениях, а в особой силе духа. Каратист Бадруди Исраилов, ведущий тренер республики. Чтобы научиться боевому искусству, к нему приходят сотни молодых людей, хотя сам он прикован к инвалидной коляске. Слово Адлану Баргишеву. Обладатель черного пояса по карате, наставник, волевой человек, великолепный спортсмен, почетный президент Федерации каратэ-до Кёкушинкай Чеченской Республики, основатель школы каратэ-до Кёкушинкай в республике. И это все о нем, человеке в инвалидном кресле, о человеке-легенде. Моя инвалидная коляска и инвалидная жизнь мне не мешает заниматься любимым делом. Это развитием каратэ Кёкушинкай, которому я посвятил всю свою жизнь. Уже 15 лет Бадруди Исраилов парализован. Это случилось в 1994 году. Машина, в которой кроме Бадруди ехали и его друзья, попала в аварию. Наш герой сразу и не понял, что с ним случилось. В первые минуты он вытаскивал своих друзей из разбитой машины. В следующие мгновения он потерял сознание. Травмы оказались серьезными. Перелом шейных позвонков и ушиб спинного мозга. Это означало паралич верхних и нижних конечностей. Дважды мне делали операцию на спинной мозг, на позвоночник. К сожалению, пока таковых результатов нет, но если сравнить с первым годом моей травмы, я прекрасно себя чувствую. Первые годы после травмы были самыми трудными. Бадруди не мог двигать руками и даже разговаривать больше 10 минут. Постепенно, благодаря силе духа, Бадруди начал тренировать мышцы рук, растягивая жгут. Результат очевиден, руки начали работать. Выезжал на санаторно-курортное лечение, это город Саки. В Крыму находится. Выезжал в Москву несколько раз в клинику. Потихоньку начал так восстанавливаться. Но сказать, что восстановился и хожу, это неправда. Но, как вы видите, я себя прекрасно чувствую. Свой путь, связанный с боевыми искусствами, Бадруди начал в далеком 1982 году как самоучка. Позже с великим трудом устроился в единственную в Грозном школу карате, существование которой тщательно скрывалось. Именно это и служило причиной тому, что попасть туда было практически невозможно. Так и начался путь каратэ-до Кёкушинкай, которым Бадруди чуть позже начал заниматься профессионально, бросив учебу в нескольких вузах. Надо бояться соперника, он такой же, как и ты, такие же ноги, такие же руки. Он тоже боится себя, да? Так же, как и ты. Его бояться не надо. Когда надо работать, надо работать. Ну, пытаться. Еще одной памятной датой для Исраиловых стало 25 мая 2006 года. В этот день в гости к ним наведался тогда еще премьер-министр республики Рамзан Кадыров и начальник управления Федеральной службы безопасности по Чеченской республике Сергей Солодовников. Гости подарили Бадруди квартиру и инвалидную коляску. Сергей Николаевич, сегодня мне исполнилось 39 лет. Сегодня? Сегодня. Я не хотел это говорить, да? 25 мая сегодня мне исполнилось 39 лет. Я просто тронут со всех сторон. Сундин Солч, Ашундайт, это Эдрес. Когда обед приложил, учу. Да, холп, анфойда, ахулилой. Каждый год в Москве подводят итоги в области развития карате Кёкушинкай. Оценивается работа тренеров и бойцов. В прошлом году впервые была введена номинация преодоления. Эту награду получил Бадруди Исраилов за свои волевые качества. Как и 17 лет назад, Бадруди и сегодня тренирует и проводит аттестации бойцов Федерации карате-до Кёкушинкай и является непререкаемым авторитетом в области боевых искусств карате-до Кёкушинкай в республике. Адлан Баргишев, Асхаб Зайнулаев, Заур Магомадов. Новости.
И продолжая эту тему, поддержка лучших спортсменов будет обеспечена на законодательном уровне. На заседании Комитета парламента Чеченской Республики